непобедимы. СОС, прием, Украина, это Россия. Мы с тобой едины. СОС, прием, Украина, это Россия. Мы непобедимы. В России Майдана не будет! В России Майдана не будет! В России Майдана не будет! Значит, создается новое движение по имени Антимайдан, да? Вот Стариков, там я смотрел, открывал это мероприятие. Вот те, кто понимает, что такое концептуально значимая информация, они должны вот такие вещи сразу распознавать. Где здесь стремление к добру, а где здесь процессы, уходящие далеко от стратегии развития нашей государственности. То есть у Майдана есть некие объективные предпосылки. Вот этот разрыв доходов, вот и многое-многое другое. Так вот, чтобы вместо того, чтобы упор сделать на устранение этих предпосылок, вот вдруг создается движение по имени Антимайдан. И мне сложно сказать, это, значит, такая целенаправленно организованная провокация или такая абсолютная глупость. Вот два только варианта. И я вот здесь не знаю, как квалифицировать происходящее. Очень хотелось бы, чтобы мы все вместе с вами понимали, если вы хотите что-то раскрутить, критикуйте это, нападайте на это и осуждайте это. Вы начинаете подпитывать эгрегор вот этого явления. То есть как только вы создаете антимайдан, будьте уверены, что Майдан вам аплодирует, потому что суть развития Майдана – это найти тех, кто будет против. Если нет против, то это не состоится. И вот когда вы формируете антимайдан, то для Майдана это гораздо важнее, чем просто заниматься подготовкой и формированием Майдана. Антимайдан – это задача номер один. Вы возьмите окно Авертона, да, технологию, и вы там увидите, что для того, чтобы что-то спроектировать, вначале нужно организовать тех, кто будет против. Если у вас нет против, то ваша идея провалится. Поэтому ничего более ценного для формирования Майдана нет, кроме как формирования движения Антимайдан. Вот это просто вопрос номер один. И тот, кто этим занимается, еще раз повторяю, либо это люди, абсолютно не разбирающиеся в социальных технологиях, либо люди, которые не поняли, как их опосредованно купили. Ведь посмотрите, сколько денег вкладывается вот в продвижение, скажем, того же Старикова, начиная с этих билбордов там по всему городу, там немыслимые деньги просто вкладываются. А когда деньги вкладываются, то, безусловно, значит, как-то их нужно отбивать. И вот то, что я наблюдал, вы понимаете, это, кроме изумления, это не может вызывать. Вроде сидят серьезные люди и накачивают матрицу Майдана. Вот. Поэтому созидательность – это когда мы говорим о том, что должно быть, а не о том, чего не должно быть. Любая критика, она подкачивает всегда. Поэтому, если вы возьмете нашу информацию, которая содержится в концепции общественной безопасности, то никогда никто ее не критиковал. Почему? Потому что еще в 90-е годы, когда это подробнейшим образом было доложено там нашим крутым патриотам, то один из лидеров собрал всю свою редакцию завтра и сказал: если я хотя бы один раз по этой информации увижу что-нибудь, или за, или против, или критику, или похвалу, вы будете в тот же день уволены. Вот что такое понимание социальных технологий. Потому что можно говорить там левые, там правые, там, сказать, но никогда нельзя говорить о том, что содержательно может вывести на новую концепцию.